Подскажите, как вам сегодняшний вечер? Очень-очень нравится, поэтому мы каждую неделю, практически каждый раз, когда здесь все проводят, мы стараемся приходить, потому что нам очень нравится здесь проводить время, здесь знакомиться с новыми людьми. Вот. Тимур очень крутой, ставим его лайк огромный. Он нас сегодня пустил, представляете, мы опоздали, но он нас пустил. Подскажи, пожалуйста, как тебе сегодняшний вечер и доволен ли ты данной встречей? Я очень сильно доволен таким количеством людей, тем, что они все сидят, общаются, никому не скучно. У нас сегодня много активностей, много гостей. У нас сегодня Роберт Гараев в гостях, так что я в восторге. Все время здесь такая добродушная обстановка, здесь все время есть перекусить, можно с кем-то познакомиться, то есть ребята и коллектив в целом, все молодцы. Поэтому организаторам даже большое спасибо за это. Меня зовут Салават. Встреча очень-очень крутая. Мне все понравилось. Еда, люди, все на высшем уровне, как всегда, в принципе. И тематическая встреча, ну, если можно так назвать, приход писателя в нынешнее время очень известного, ну, в связи с выходом сериала по одноименной книге, которую он написал. Это тоже один из поводов прийти сюда. Но не основной, я всегда люблю сюда прийти, пообщаться с людьми интересными. Это одно из моих любимых мест в Москве. Вот даже так, наверное, я скажу. Привет, меня зовут Артем. О сегодняшней встрече я узнал из разных татарских групп. Очень приятно, то, что столько приятных людей, столько людей одной национальности могут собраться в одном месте, порадовать друг друга своим присутствием. Исам Дуслар, меня зовут Джамиль, я к вам прилетел с Казахстана, с города Алматы, татарский центр Идель. Очень такое крутое впечатление создала ваша тусовка, так скажем. Все так семейно, уютно, продуктивно очень, познакомились со многими ребятами. Очень радует то, что многие владеют татарским языком, татарской культурой, татарскими танцами, песнями, что мы с вами наглядно видим. Рахмет за приглашение, очень рад быть. Меня зовут Лиля. Вечер отличный, как всегда в штабе татар. Просто весело, душевно, тепло, вкусно, дружелюбно. Просто все всегда очень обожаю эти вечера, поэтому с радостью прихожу, записываюсь и участвую во всех активностях. Ты смотрел сериал «Слово пацана»? Да, посмотрел, но мы пока посмотрели только 5 серий. Вот, ждем, когда досмотрим последний, и ждем последнюю серию. Последнюю серию, кстати, тоже хотим посмотреть большой компанией. Сериал, он, я думаю, очень большой фурор произвел сейчас вот на всех. Все это только обсуждают, всякие отсылки. И самое часто это существуют ли прототипы реальных группировок с этим сериалом. Но я думаю, что там больше собирательный образ. Потому что саму книгу, я знаю, Роберт писал исходя из реальных историй. Скажи, кто твой любимый герой? Наверное, Маратик. Мне показалось, он более такой человечный, правильно поступает. Слушай, посмотрела сериал. На самом деле, это гордость за нашу страну. Прежде всего, то, что могут такие хорошие сериалы снимать. Вот. Но самое главное, чтобы этот сериал люди восприняли правильно. Как тебе знакомство с Робертом Гараевым? Ой, очень легкий, очень душевный человек. Честно говоря, поразил, потому что по факту на него сейчас упала большая популярность, а он остался просто обычным пацаном, который с улицы, ну, просто вырос и ведет себя очень тактично, очень, я бы сказал, по-мужскому мило, наверное. Вот, поэтому нам повезло. На самом деле меня удивило то, что, как оказалось, он из группировки тоже, но прям максимально отличается от того, как представляете людей из группировок. На самом деле очень такой культурный человек, интересный фильм по его книге. Это прям очень круто, очень понравился, и очень было интересно узнать о тех временах, и тем более то, что он сегодня ответил на дополнительные вопросы. А как тебе знакомство с данным автором? И, может быть, ты смотрел сериал? В таком случае рассказал бы нам пару слов. Да, я смотрел сериал, к сожалению, книгу я не читал Роберта Гараева, но хотелось бы. Сама встреча с Робертом была очень удивительная, потому что не часто на каких-то мероприятиях можно встретить таких сильных спикеров. Было интересно послушать про его криминальное прошлое, можно сказать. Вот ты запомни, ты пацан, ты с улицы, и кругом враги,
Душманар. Отличный вечер, спасибо Роберту Гараеву. Мы принимали непосредственное участие в написании книги, советовали, сидели, еще книга в начальной стадии была. Вот поэтому наше такое участие. Шикарный, отличный фильм. Наша задача, как идеологов, как носителей правильной идеологии, сегодня донести до молодежи, что делать так нельзя. Вот, на это были субъективные и объективные причины. Первое, значит, делать было нечего, занятий не было, милиция была слабая. Потом, значит, вот этот вакуум образовался. Вот вы мне скажите, кто такой Карлсон? Почему он появился, съедал все варенье, все печенье, все равно малыш с ним играл? Почему? Потому что общение надо, друг нужен. Потом ему купили собаку. Поэтому вот эти вот молодежь, они считали себя частицей общества, частицей двора. Они считали, у них была перспектива стать выше по значимости, стать выше по уровню, была целая иерархия это. Вот, поэтому я ее очень хорошо знаю. Замечательный вечер, очень полезный вечер. В следующий раз, но у нас проблема в том, что здесь бывает часто Ирина Валунец, которая возглавила сейчас движение, чтобы закрыть этот фильм. И вот сейчас мы договорились здесь на нашей площадке пригласить Роберта Гараева и Ирину Валунец. И будет такой у нас блиц-турнир. Блиц-дискуссия, да. Как тебе Роберт Гараев, наш сегодняшний приглашенный гость? Может быть, ты смотрел сериал и можешь поделиться своим впечатлением? Конечно же, сериал я тоже смотрел, очень крутой сериал. Роберт тоже мне очень понравился, очень открытый, интересный человек. С ним очень интересно было поговорить. Скажи, как тебе вообще автор? Может, ты смотрела сериал и можешь что-нибудь сказать о нем? Автор, конечно, нам рассказал очень интересные факты о том, историю, как он писал эту книгу. Мы с ним обсудили интересные моменты, какие были в то время, потому что я сама из Казани. Конечно же, я смотрела сериал, я смотрела все серии, даже посмотрела все последние. Вот. Очень грустно было, когда я смотрела этот сериал, потому что на самом деле там очень многие моменты были раскрыты. И то время, которое там показано, было, конечно, жестко. Мне рассказывали сама, так как я из Казани, тоже многие моменты я знаю. Сериал очень понравился. Конечно, какие-то моменты там были такие жесткие. Там та же ситуация с Айгуль, история о том, как себя Маратик поступил, и еще какие-то моменты. Вот, кстати, на днях я виделась с главным героем нашего любимого нашумевшего сериала «Слово пацана» Рузилем Миникаевым. Мы с ним увиделись в Москве в ресторане Чехане, обсудили сериал. Конечно, рассказывать там многие моменты нельзя было, но очень интересная беседа у нас произошла. Он сам в жизни очень красивый, живой, такой прям чисто татарский парень. Он на самом деле разговаривает на татарском языке, и у него даже какой-то, как у нас есть акцент. Мне кажется, этот сериал вызвал такой большой ажиотаж у всех, и вся молодежь сейчас прям смотрит. Самое главное, чтобы все сделали правильные выводы. Сегодня у нас в штабе много возрастов, много разных ребят, и взрослые, и дети, и подростки. Хотела бы узнать, подскажи, ты первый раз в штабе? Как тебе вообще здесь? Первый раз в штабе, мне очень нравится, тут очень комфортно, уютно, тут очень добрые люди. Вообще тут обстановка такая прям вайбовая. А сколько тебе лет? Мне 15, почти 16. А не подскажешь, как тебе сериал «Слово пацана»? Автор очень комфортный, очень тихий. Я была очень удивлена, что он раньше был тоже в группировках. Сериал достаточно интересный, жесткий, но его сильно зафорсили, так что теперь его неинтересно достаточно смотреть. Бигзур Рахмет за такой высокий уровень организации. Хочу пожелать, чтобы вы также развивались только вперед, чтобы тоже у нас был такой обмен между нашими культурными центрами, между Алматой, Москвой и остальными другими городами, татарские центры, чтобы всегда были на связи. Также со своей стороны приглашаю вас всех в Казахстан, город Алматы. Тоже будет круто. Приезжайте. Организаторам желаю продвижения, сил и удачи. Ну и в канун Нового года хочется пожелать с наступающим. И еще сегодня большое событие у нас. Сегодня
образовалась новая группа, она уникальная группа, 500 человек, буквально за неделю, да, 500 человек, а у них сегодня как вроде совещание такое, ну, организационное, да, вот это, оно называется «Яркая татарская молодежь», 500 человек, я думаю, скоро их будет 5000, скоро будет 50 тысяч, и они скоро 500 тысяч будет. У нас сейчас на фоне играет татарская музыка, татарские песни, все танцуют. Расскажи, пожалуйста, нравится ли тебе творчество? Конечно, 100%. Причем я хочу сказать, что, возможно, по молодости я не очень увлекалась татарской музыкой, но с возрастом как-то вот хочется больше знать татарских песен. Поэтому очень душевно принимаю участие во всех вот таких песнопениях на татарском языке. Şemmet